Добрый день. Добрый день, уважаемые участники нашего вебинара. Мы будем начинать. Напишите, пожалуйста, как меня видно и слышно. Сегодня мы с вами говорим про эмоции мамы, про то, как мамам помогать себе справляться, когда трудно. Мы поговорим про чувство вины, с которым сталкиваются многие матери. Напишите, как качество связи, как мне видно и слышно. Меня зовут Григорьева Евгения Сергеевна. Я практикующий психолог, преподаватель. И сегодня мы затронем очень важную тему. С психологией родительства, материнства я работаю всю свою профессиональную деятельность, весь очень большой опыт накопила, да, и хочу сегодня с вами им поделиться. Вы можете также сейчас написать, что для вас является важным, на какие вопросы вы бы хотели получить ответ в ходе сегодняшней работы нашей с вами, о чем хочется услышать. Мы поговорим про такие состояния мамы, когда она может не справляться, когда она винит себя, что она неадекватно реагирует на детей, что ей не хватает сил на себя, на свою жизнь, на то, чтобы уделить время партнеру и так далее. Да? И как же с этим справляться. Мы поговорим про мамины эмоции, про мамины состояния. Итак, напишите, как меня видно, как меня слышно. Можем ли мы начинать? Данный вебинар организован в рамках работы Республиканского консультационного центра в рамках реализации мероприятий просветительского проекта «Академия будущих родителей». Наши встречи достаточно регулярны, мы говорим на разные темы. И если у вас появятся какие-то вопросы ко мне, то вы сможете записаться в консультационном центре на бесплатную консультацию, и мы с вами обсудим уже персонально вашу ситуацию. Ну а сейчас я начну с такого вот понимания вообще, да, что же такое мама, в чем ее задачи, зачем и как строить маме правильно общение с детьми, и что в ее поведении верно, а что является травматичным для ребенка, и как этого избежать. Ну вот, наверное, с этого мы и начнем. Мне хочется рассказать о таком представлении, которое есть в психологии, к понятию и роли матери, такое архетипическое представление. Существует два полюса материнского отношения, так называемый архетип великой матери и архетип ужасной матери. Эти архетипы, то есть представления такие массовые, большие, да, которые свойственны всем людям, встречаются у нас на всех странах континентах, во всех народностях, в мифах, легендах, сказках разных этносов. И они очень схожи между собой, они очень много общего имеют, поэтому они считаются архетипами. Итак, архетип великой матери и архетип ужасной матери. В народе, да, и в нашем человеческом представлении мамы бывают хорошие и плохие, добрые и злые. И поскольку в сказках есть все ответы на все вопросы человеческой жизни, да, я предлагаю вот с этого и начать, с анализа некого такого психологического. В сказках добрые матери обычно присутствуют достаточно недолго, но они присутствуют. Обычно в сказках говорится о том, что его мать была или ее мать была очень любящей, заботливой, но она рано умерла. Или с ней что-то произошло, она там исчезла, либо ребенка там выкрали, да, то есть мать добрая пропадает. Это не случайно, мы про это еще поговорим. Архетип великой матери включает в себя такие
понимания, как мать сырая земля, мать природа, матушка Россия, да, то есть это что-то большое, очень значимое, очень сильное, принимающее, теплое, способное множество преград преодолеть, множество трудностей вытерпеть, выстоять, да, и своему ребенку оказать всю необходимую помощь и поддержку. Вот это вот архетип Великой Матери, да, то есть у нас есть представление о том, что мать должна быть такой, и мы все мамы стремимся к этому, да, мы стремимся к тому, чтобы приблизиться к архетипу Великой Матери, мы хотим стать такой для своих детей. При этом мы очень боимся стать злой, плохой, той самой ужасной матерью. Ужасная мать представлена в сказках, в легендах, мифах тоже достаточно часто. Она обычно злая, наказывающая, ограничивающая. Ну, в сказке, например, Рапунцель, да, Рапунцель была заточена, Малефисента та же самая, да, это образ ужасной матери. В сказках достаточно часто эта мать называется не матерью, а мачехой. И в какой-то момент жизни для девочки, ну, обычно сказки про мачеху – это женские сказки, там героиня женщина, появляется мачеха. В пушкинских сказках, сказки по типу «Морозко», да, сказки о гонимой падчерице, «Золушка» и так далее. Вот там мы везде видим архетип ужасной матери, злой матери, той, которая героиню обижает, наказывает, ограничивает. И поскольку нам это подают как, ну, да, естественный процесс, что такие матери существуют, мы должны понимать, что это достаточно распространено. И в каждой из нас, мам, в каждой маме живет одновременно вот эта добрая мама и злая мама. Каждый раз, когда мы готовим вкусный завтрак для своих детей и помогаем им там, с домашним заданием, целуем их в макушку, укладываем спать, мы являем собой добрую маму. Ту маму, которая способствует росту, развитию своего ребенка, ту маму, которая его развивает, поддерживает и любит, делает ему хорошо. Каждый раз, когда мы наказываем ребенка, ограничиваем или ругаем, в нас присутствует злая мама, ужасная мать, когда мы запрещаем, когда мы не разрешаем ему делать то, что он хочет. И нужно понять, что вот эти два аспекта нашего материнского поведения являются нормой. И это естественно, и даже более, я хочу сказать, это необходимо ребенку. Нужно, чтобы мама была и несла в себе вот эту отрицательную часть. В противном случае ребенок рискует никогда не уйти от мамы, то есть навсегда остаться под ее крылом. И на самом деле те же самые сказки нам показывают образец такого развития событий. Давайте вспомним сказку, ну, к примеру, «Морозко» или «Золушка». Они по одному типу тут рассказывают про мачехиных дочек. Вспомните эту Марфушеньку-душеньку из сказки, да, из фильма «Роу». Это героиня, для которой мать не стала в нужный момент ужасной. Она была доброй матерью. Вспомните сказку Александра Роу «Морозко», когда героиня Инны Чуриковой, Марфушенька, да, получала все, что она захочет, даже раньше, чем она это захочет. Когда ночью от комариков отца заставляли махать, да, там, опахалом ее, да, отгонять комариков, когда ей там натирали щеки и заставляли там сестрицу Настеньку все делать вместо Марфушеньки. И вот чем обернулось это дело? То же самое произошло в сказке про Золушку. Чем обернулось для мачехиных дочек такое вот поведение матери? Ничем хорошим, как оказывается. Эти женщины, молодые девушки, не проходят инициацию, не выходят замуж, не становятся невестами и женами.
Да, то есть они не развиваются, они остаются в родительском доме, либо во многих сказках происходит еще хуже. Эти героини погибают, да, то есть в некоторых интерпретациях сказки Морозко, Марфушенька замерзает в лесу, то есть она погибает. Ничего хорошего с этой героиней не происходит. А в чем тут дело? В том, что как личность, как женщина, она не развивается, то есть погибает, да? И вот эта хорошая мать, которая только одним боком, да, поворачивается, только своим добрым началом, вот этим архетипом великой матери поворачивается к ребенку, это не способствует росту, развитию ребенка. И в жизни происходит точно так же. Итак, нам даны две стороны нашего материнского поведения, добрая и злая. Если говорить психологическим языком, то это архетип великой матери, дающей, рожающей, создающей, созидающей, принимающей, и архетип злой матери, это ужасной матери, да, это мать ограничивающая, контролирующая, наказывающая, лишающая контакта. Мы бываем и такими, и это нам очень нужно. Современное общество транслирует нам детоцентристские ориентации. Другими словами, мы очень хотим, чтобы у нашего ребенка ни в коей мере, ни в коем разе не случилось никаких психологических травм, чтобы он вырос развитым, умным, здоровым, счастливым человеком, свободной личностью и так далее. Общество диктует нам держать ребенка в центре своего внимания. Дело в том, что когда детей раньше, в прежние времена, было много, у матери могло быть и 10, и более детей, ее внимания на всех не хватало. У нее не хватало ни сил, ни каких-то временных или физических возможностей для того, чтобы стремиться к тому, чтобы все дети были умными, все дети были полноценно развитыми со всех сторон, разносторонне, да, имеется в виду, чтобы все контролировать жизнь каждого ребенка, с кем он дружит, с кем он сегодня гулял, чтобы всем каждому подойти, потереть сопли, простите, подмыть его каждого, одеть его очень красиво. На это просто не хватало сил. И дети, не получая этого, тоже все-таки как-то росли. И, в общем-то, хорошо развивались, человечество до сих пор не вымерло, значит, все было правильно. Так вот, сейчас, когда у нас в семьях мало детей, 1, 2, 3, у матери гораздо больше стало времени приходиться на одного конкретного ребенка. И все свои педагогические таланты, умения, все свои представления о том, как это быть хорошей мамой, женщины стали складывать на одного-двух детей. И таким образом на ребенка приходится огромная нагрузка воспитательных воздействий от матери. Плюс сюда еще прибавляется, безусловно, отец, бабушки, дедушки, а зачастую, если это единственный внук для всех, единственный ребенок в семье, то, в общем-то, это вообще жертва воспитательной системы, потому что слишком много ожиданий, слишком много воздействий приходится на этого ребенка. И что же получается? Наши мамы, у которых сейчас мало детей, стали претендовать на то, чтобы быть идеальной матерью. Вообще это не было доступно совершенно нашим бабушкам, прабабушкам. Совершенно они не претендовали на то, чтобы быть идеальной матерью. Мы претендуем, мы смотрим блогеров, читаем книги, мы слушаем врачей, мы читаем все про прививки, там, про питание, мы вводим правильно прикорм по схемам, мы все вымеряем, мы обучаем детей с помощью каких-то методик, мы их как-то там... Сынок, у меня идет занятие. То есть мы как-то развиваем и так далее, да? При этом мы претендуем на идеальность. Мы говорим, мой ребенок должен получить все. Мой ребенок должен непременно ездить на море каждый год. Поэтому я буду разбиваться в лепешку, зарабатывать и возить ребенка на море. Мой ребенок должен посещать там какие-то дорогие
образовательное учреждение. Мой ребенок непременно должен раскрыть все таланты, да? То есть я хочу быть идеальной. С одной стороны, какой мотив здесь у нас лежит? Первый мотив – это желание быть хорошей. Мы просто доказываем себе, что мы хорошие. Мы доказываем очень часто даже еще своей маме. Пусть мама на меня посмотрит и увидит, какая я хорошая мать. Да? Мы доказываем это кому-то очень значимому. Часто просто себе. Да? Нам кажется, что если мы будем не идеальны, не совершенны, как матери, да, то мы плохие, мы не состоимся как-то. Здравствуйте, Татьяна, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Мы говорим сейчас об образе идеальной матери. В чем же опасности, как вы думаете, быть идеальной мамой? Напишите, пожалуйста, почему плохо быть идеальной? Казалось бы, да, ну вот так прекрасно, все хорошо, на 100%, на 100% все делаешь. В чем опасности быть идеальной матерью? Во-первых, для меня, как для психолога, всегда, когда звучит тема «идеально», это про много-много напряжения, которое несет человек. Человек просто с идеей идеальности, он просто выжимает из себя все силы, все соки, ему это дается страшными усилиями, и, в общем-то, счастье приносит очень-очень мало. Когда мы делаем что-то через такое огромное напряжение, нам всегда очень тяжело, да, поэтому это, конечно, не лучший вариант вообще жизни, стремиться к идеалу, потому что, ну, это слишком дорогая цена. В чем еще, как вы думаете, минусы идеального материнства? Быть идеальной мамой, которая никогда не испытывает плохих эмоций, которая не наказывает, не злится на своих детей, которая всегда рада быть с ними, никогда не хочет отдать их бабушке или сплавить их в садик уже поскорее. Да? В чем минусы такой матери? Такая мама, поскольку она напряжена, она истощена, она не чувствует себя наполненной, не чувствует себя довольной и счастливой. Очень часто эти мамы, которые варят правильный супчик ежедневно, делают влажную уборку ежедневно, гуляют с детьми при этом по 5 часов в день, 3 раза там, да, за день выходят гулять, играют с ребенком в разбивающие игры, не водят его в детский сад, оставляют его дома на домашнем обучении и в школу не водят, потому что школа травмирует их идеального ребенка. Такие мамы истощены. У таких мам нет сил на то, чтобы жить счастливо, да, и заниматься чем-то еще. Так, Татьяна пишет, ошибки неизбежны, но простят ли их потом дети у идеальной мамы? Так, да, то есть про ошибки. Действительно, Татьяна, вы правы, я с вами абсолютно соглашусь с тем, что ошибки неизбежны. И на самом деле мне, как практикующему психологу, достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что приходит клиент и рассказывает о том, какая у него была хорошая семья, какие у него были чудесные родители, и как они его травмировали все-таки. А чем они его травмируют чаще всего? До своей той самой идеальностью. Потому что если родитель идеален, как же ребенку ошибаться? Как же ему быть несовершенным? Ведь он только учится, и неизбежны будут падения, неизбежным будет ошибка на его пути. А ошибиться нельзя, они такие идеальные. Как я могу тут вот опозорить семью, да? И у меня есть несколько клиентов вот с этой сверхидеей, где никогда не мог опозорить свою семью. Это люди из весьма известных семей в своем регионе, даже не в городе, да, из такой вот элиты, и они всегда жили вот под гнетом этой идеальности семьи. При этом родители отдавали последние силы на удержание вот этой иллюзии идеальности, да, то есть они уже друг друга не любили, они друг с другом жили для того, чтобы не разводиться, просто потому что рухнет их имидж какой-то, о котором они заботились всю жизнь, да. То есть посмотрите, цена идеальности высока, нет права на ошибку, это очень тяжело. Дети идеальных родителей, как правило, не обладают
адекватной самооценкой. Их самооценка либо неадекватно завышена, либо занижена. То есть, сравнивая себя постоянно с родителями, они, понятное дело, проигрывают. Родители взрослые люди, состоявшиеся, умеющие жить, а дети еще учатся жить, и поэтому их самооценка будет рушиться. Да? Это на самом деле такая достаточно распространенная судьба там, у каких-нибудь знаменитых людей. Представьте себе, как тяжело, например, той же Кристине Орбакайте было при матери становиться известной. Да? То есть, и если спрашивают детей звезд об этом, они всегда рассказывают, как им было сложно преодолевать вот это. Поэтому идеальность тяжела как для самой матери, она несет очень много напряжения, она забирает последние силы, не дает наполниться, она также тяжела для детей. Она воздействует на их самооценку, на их самочувствие. На самом деле это иллюзия, что если вы будете очень хорошей, доброй и идеальной даже матерью, вы не травмируете своих детей. Мы никогда не знаем, когда и где мы травмируем своих детей психологически. Через 20-30 лет они все равно придут к психотерапевту и расскажут о том, как родители их травмировали. Поэтому вот стремление заранее, так скажем, подстелить везде себе соломку, оно разбивается, ну, вот оно невозможно. В чем еще трудности и проблемы идеальных матерей, стремления к идеальности? Я хочу обратить ваше внимание на то, что дети матерей, которые хотят быть идеальными, приучаются, присваивают себе такое поведение, которое можно назвать выученной беспомощностью. Выученная беспомощность – это когда ребенок не может что-то делать, потому что так его приучили. Его идеальная мама не давала ему прожить свой собственный опыт. Она его заранее спасала от того, чтобы он что-то там сделал. Например, идеальные мамы очень часто дают такой запрос психологу. Они жалуются на пищевое поведение своего ребенка. Они говорят: мой ребенок ничего не ест. Я уже и так ему готовлю, и эдак ему приготовила, и так красиво подала, и посуду красивую купила, и какое-то настроение специальное создала, но он не ест ничего. Он отказывается от еды, он не хочет. Да? То есть она идеально ему готовит, но не ест, не принимает вот эту идеальность ребенка. В чем же тут дело? А дело в том, что у этой идеальной мамы ребенок даже не успевает понять, что он голоден. Он даже не осознает эту свою потребность. Она предвосхищает эту потребность. Она не пускает его в этот собственный свой опыт, даже в еде. А это просто срез их реальности. То есть каждый день она предвосхищает все его желания, все его потребности. Она решает их заранее. То есть чтобы было хорошо ребенку, она оберегает его и уводит его от всех решений, от всех дел, которые, ну, где-то там надо ребенку преодолеть свой страх или свою неуверенность, проявить как-то волю, да, этого нет, этих ситуаций просто нет. И таким образом матери, которые стремятся быть идеальными, то есть всегда хорошими, всегда правильными, они ведут к тому, что их дети становятся выученно беспомощными. Более того, такие женщины еще и приучают к выученной беспомощности своих мужей. Очень часто это выглядит примерно так. Возьму тот же самый пример с питанием. Муж приходит на обед, жена должна ему приготовить, во-первых, заранее, все должно быть уже готово. Причем готово должно быть то, что он любит, то, что он предпочитает. Затем это все она накладывает, сервирует стол, подогревает, а может быть, она еще подогревала несколько раз, например, к вечеру, да, когда ожидала его, иногда женщины говорят: я подогревала ужин 5 раз.
Вот это вот стремление туда куда-то, да, в идеальность, быть идеальной женой. И вот она кладет это перед мужем и садится, и ждет, и разговаривает с ним, и смотрит ему в рот, заглядывает, как же ему, вкусно ему, хорошо ли, да. И когда в какой-то день эта жена заболевает и лежит пластом с температурой, муж приходит, и он не в состоянии себе погреть, сам поесть, он обижается на жену, что она его бросила в этом, что ему приходится это делать все самому. Либо мужчина звонит женщине, говорит, а где мои носки? Куда ты положила мои рубашки? Где у меня то-то, да? Вот это вот выученная беспомощность. Это дело рук самой этой женщины, стремящейся к идеальности. Другими словами, идеальная мать очень опасна для семьи. Идеальная мать ведет к множеству трудностей у членов своей семьи, у детей и даже у мужа, как мы это с вами видим. Напишите, пожалуйста, согласны ли вы с тем, что я говорю, либо у вас есть, возможно, какие-то возражения, какие-то свои мысли, пожалуйста, поделитесь ими, потому что это очень важно понять и уйти от идеи стать идеальной матерью. В чем задача мамы? Как вы думаете? Ответьте себе, пожалуйста, на вопрос. Каковы основные функции матери? Да, то есть для чего она нужна ребенку? В чем ее задача? У ребенка при рождении есть два родителя, мать и отец. Их функции различаются. Пишите, пожалуйста, делитесь своими мыслями по поводу идеальной матери и по поводу функций мамы. Да, вот какие функции мать несет, что она вообще должна для ребенка сделать. Женщина не должна брать все на себя, обязанности по дому должны быть распределены. Абсолютно верно. Если мы берем, например, сегодня, поскольку у нас контекст другой, да, про родительское поведение, если мы возьмем не бытовые обязанности, а обязанности по уходу, присмотру, воспитанию детей, то тут точно так же распределение равное. Нет такой ситуации, что мама у нас больше ребенка воспитывает, чем папа. Одновременно мы стали родителями одного и того же ребенка. Наш вклад в него тоже общий, он разный, абсолютно точно, но он равный. И сказать, что мама важнее, чем папа, или папа важнее, чем мама, конечно, это будет неправильно. Да, замечательно, хорошо. Спасибо, Татьяна, что вы пишете. Итак, как вам кажется, в чем функции матери? Можно даже отталкиваться от отца. В отличие от отца, мать делает то-то, да, или просто мать должна делать то-то. По большому счету, я должна сказать, что у матери функций меньше, чем у отца больше, но материнские функции глобальнее. Да? Самая важная функция матери – это безусловная любовь и принятие. Мама – это та, кто принимает ребенка таким, какой он есть, с тем, что он умеет делать, с тем, как он развивается. Мать любит ребенка не за его достижения, это прерогатива отца. Отец любит ребенка за его достижения, его любовь условно. А материнская любовь, безусловно, когда мы видим своего ребенка, он настолько родился, он не такой уж симпатичный, прям скажем откровенно, да, он может нам даже не нравиться внешне или каким-то своим поведением, он, например, кричит там и так далее, но мы его любим, безусловно, то есть нам не надо, чтобы он был каким-то, нам надо, чтобы вот он есть, и мы уже его любим, да, и вот это состояние, ощущение, что мама тебя любит, несмотря ни на что, и мама с тобой рядом всегда, очень важно для ребенка по жизни. Он должен в любом возрасте ощущать эту нашу безусловную любовь. Я думаю, что вы припомните сейчас множество примеров из жизни или из фильмов, книг о том, что
мать сохраняла свою любовь, несмотря на то, что ребенок совершал преступления, убивал людей, возможно, там нацистские преступники и так далее, да, были предатели, но там сидит в тюрьме ее сын, но мать сохраняет к нему любовь, и он знает, этот ребенок, о ее любви. И самое страшное было, когда мать отказывалась и говорила: ты мне больше не сын, я от тебя отказываюсь, да, то есть я тебя вычеркиваю. И вот эта безусловная любовь и принятие – это то, что очень нужно ребенку на входе в мир, в жизнь. Мать – это образ мира. Вот как меня встретила мать, так меня будет встречать мир. Если у моей матери есть для меня молоко в достаточном количестве, теплые руки, нежное сердце, терпение и прощение, изобильная еда, бесконечная любовь, значит, в мире, в который я пришел, тоже все это есть. Да? То есть ребенок живет с убеждением, что мир ему рад, мир его принимает, мир его кормит, мир ему дает много. И если у ребенка отношения с мамой были такими, да, то тогда у него хорошие отношения сложатся и с миром. Еще раз подчеркну, мать – это модель мира. Что еще очень важно, да, что делает еще мать для ребенка, помимо безусловной любви, принятия? Мать учит ребенка быть компетентным в сфере эмоций. Если отец учит думать, потом делать, да, например, то есть ты всегда проанализируй, как тебе лучше, а потом принимай решение, то мать говорит: чувствуй своим сердцем. Мать учит ребенка прислушиваться к эмоциям своим и к эмоциям других людей. Обычно у мамы с ребенком очень тесная связь. То есть мама чувствует ребенка прямо на расстоянии, да, она понимает, какие у него эмоции, какое у него состояние, да. Это очень-очень у меня занятие идет. Закрой, пожалуйста, да, закрой, пожалуйста, дверь. Простите, пожалуйста. Домашняя работа выглядит так. Итак, сбилась с мысли абсолютно. Хорошо, перейду дальше. Не вспомню даже, на чем остановилась сейчас, господи. Угу. Итак, мать – образ мира, это мы сказали. Хорошо. Если с матерью хорошие отношения, если мать внимательна к эмоциям ребенка, то ребенок научается быть компетентным в области эмоций тоже. Да? То есть он может с людьми устанавливать хорошие доверительные связи, может быть компетентным во взаимодействии и общении. Это вторая функция матери. Очень важно, чтобы мама устанавливала с ребенком так называемый холдинг. Холдинг – это контакт, эмоциональный контакт. Как мать это делает? Сначала, когда ребенок маленький, он только родился, мать находится с ним большую часть времени, она не прерывает свой контакт, и этот контакт очень комфортен для ребенка, очень для него приятен. Доверительный контакт также очень важен. То есть, что такое доверительный контакт? Ребенок верит своей матери, он верит, что мама – это тот человек, у которого есть все, что мне нужно. Мама решит любую мою задачу. Таким образом, когда у нас ребеночек маленький, он как бы приучается со всеми своими потребностями приходить к матери. Он верит в то, что мама всемогущая. Вот, да, где проявляется наш архетип Великой Матери. Все проблемы, которые есть у младенца, мать способна решить. Она его успокаивает, она его кормит, она его укладывает спать, она его любит, с ним общается, играет и так далее. У ребенка формируется представление о том, что моя мать всемогущая, она может решить все. Это очень хороший вклад в развитие личности ребенка, потому что у него формируются доверительные отношения с миром через мать. И он приучается к матери ходить, и когда мы потом видим подростка, этот подросток к нам может прийти
да, так же, как когда-то, когда он был грудничком, он к нам шел со своими проблемами. Это очень хорошо, потому что подростки – это очень такой вот сложный возраст для ребенка, со многим он не справляется, и взрослый родитель, мать, которому ребенок доверяет, безусловно, здесь большую помощь могут сыграть. И подросток с доверительными отношениями с мамой пойдет к ней, а не в компанию. Поэтому нам очень важно сформировать вот тот самый доверительный контакт, холдинг, теплый контакт, приятный, доверительный. Достаточно хороший, значит, введу такое новое понятие, которое мы сейчас будем с вами разбирать. Если не быть идеальной матерью, то какой же матерью быть? Дональд Вудс Винникот ввел такое понятие – достаточно хорошая мать. Он ввел такую мысль, что матери вовсе не нужно стремиться быть идеальной, непогрешимой, не ошибаться никогда. Матери нужно быть достаточно хорошей. И я уверена, что у всех у вас, кто сейчас смотрит этот вебинар или будет смотреть его в записи, мамы были достаточно хорошие. Просто потому, что, во-первых, они позволили вам вырасти, выжить и развиться. Самая главная функция биологического существа, самые главные наши потребности – это витальные потребности. Это выжить и размножиться. Так вот, мама ваша точно была достаточно хорошей, потому что она позволила вам родиться, вырасти, а еще социализироваться. То есть вы умеете пользоваться интернетом как минимум. Вы платежеспособны, потому что у вас есть интернет, у вас есть устройство, с которого вы это смотрите. Скорее всего, у вас есть дом, потому что интернет где-то в доме обитает. У вас есть семья, скорее всего, у вас есть дети, потому что вы здесь находитесь на родительском занятии. То есть вы смогли социализироваться, вы смогли построить отношения, вы смогли родить детей сами. Ваша мама точно была достаточно хорошей. Того, что она вам дала, того, что она в вас вложила, хватило для того, чтобы все это произошло. Самое важное. Очень часто мы, претендуя на идеальность, опять-таки, хотим дать ребенку много всего. Хотим дать ребенку то, чего у нас самих не было. Не было у нас красивой одежды, мы будем ребенка наряжать. Не возили нас к морю, мы будем расшибаться в лепешку, но возить ребенка в море, к морю несколько раз в год стараться. Да? Не было у нас возможности есть вкусную еду, мы теперь покупаем эту вкусную еду тележками и возим домой, кормим своих детей вкусной едой и так далее. Да, вот, претендуя на эту идеальность, мы делаем это. Но на самом деле, если мы поймем, что нам ведь всего хватало, и вообще-то мы выжили, и вообще-то стали хорошими людьми, придет понимание и вот это вот признание и принятие того, что наша мама была достаточно хорошей. И в целом наши родители были достаточно хорошими. Кто такая плохая мать с точки зрения этого подхода? Это та мать, которая жизни ребенку не дала, сделала аборт. И тогда для этого ребенка жизнь прекратилась, и это сделала мать. Это мать, которая убила ребенка, не дала ему жить, расти. С точки зрения этого подхода, мать, которая рожает ребенка и оставляет его в детском доме или отдает бабушке на воспитание, это достаточно хорошая мать. Что это значит? У каждой из нас есть определенный потенциал того, что мы можем дать своему ребенку. Мы не можем дать больше, чем у нас есть. Вот представьте, у одной мамы хлеб без масла, обычный хлеб, а у второй мамы есть хлеб, масло и икра. И вот что у них есть, они тем и кормят своих детей. У них нету больше. Вот они открывают шкаф, а там нет ничего больше, им нечего дать. Вот так же метафорически у нас внутри тоже есть какой-то родительский потенциал. Он может быть большим или меньшим. И когда родитель дает все, что у него есть, и тогда он, да, ребенку дает жизнь и то, что у него есть. Это достаточно хороший родитель. Нету больше. И если у мамы хватило
сил для того, чтобы родить ребенка, привести его в жизнь, это уже очень много, и отдать бабушке на воспитание, так это был максимум того, что было возможно. Да? У этой женщины не было ничего больше для ребенка. Эта женщина постаралась и нашла нормального, хорошего человека, который будет воспитывать этого ребенка и давать ему любовь, той, которую эта женщина не испытывает. Другими словами, возможно, сейчас у вас есть такое несогласие, все-таки, да, эти дети несчастны. Да, безусловно. Но главное им было дано, опять-таки, с точки зрения биологических систем, главное продолжение рода и выживание. Если эти цели исполнены, то все уже, в общем-то, неплохо. А все остальное уже бонусы. У кого-то их много, у кого-то их мало. К сожалению, это так. Достаточно хорошие мамы – это еще и те, кто умеют справляться со своей жизнью и со своими эмоциями. Они, сталкиваясь с какими-то сложностями, демонстрируют ребенку свою способность преодолевать трудности в жизни, решать проблемы, принимать решения. Женщины, которые демонстрируют, что они не справляются со своими эмоциями, женщины впадают в истерику, плачут при ребенке, метаются, заламывают руки, падают в обмороки, демонстрируют ребенку свою неспособность справляться с жизненными ситуациями. К примеру, есть одна у меня клиентка такая, которая плачет, когда у ребенка температура. Она впадает просто в истерику, ей его жалко, как она говорит. То есть, что видит ребенок? Во-первых, ему плохо. Он не справляется с тем, что переживает. Ему тяжело, он лежит, у него температура. Ему трудно эмоционально тоже, потому что он плохо себя чувствует и хочется плакать и так далее. При этом он еще видит, что тот человек, на которого ему надо бы опереться, мать, сама не вывозит. Да? То есть она сама не справляется. Она падает в истерику, она заламывает руки, она звонит всем родственникам, жалуется, кричит, причитает, жалеет ребенка и демонстрирует ему, что она сама беспомощна здесь, она не справляется. Ребенок получает опыт такой. Я столкнулся со сложностями, и эти сложности ужасны, потому что даже моя большая мама и то с ними не справляется. И вот такая мама недостаточно хорошая. Достаточно хорошая мама демонстрирует, что она в своей жизни хозяйка, она справляется с теми задачами, которые у нее есть, она решает те сложности, которые ей выпадают, она говорит, да, у меня есть сложность, я об этом подумаю, мне надо принять решение, она может переживать, но потом она демонстрирует своим поведением. Я уже все решила, я приняла решение, я буду идти и делать. И такая мама показывает ребенку пример стойкости и жизнеспособности. Ребенок, видя такую маму, понимает, что мир не такой уж страшный, моя мама с ним справляется, значит, и я смогу справиться. Мир не опасный, то есть у ребенка формируется доверительное отношение к миру. А если мама демонстрирует, что мир такой опасный, что даже взрослый не справляется, то ребенок начинает испытывать огромный комплекс неполноценности, неуверенность в себе у него, да, потому что, ну, раз взрослые уже не справляются с этим миром, то я-то тем более не смогу. Да? То есть такая мама, она как раз вот не является достаточно хорошей для ребенка. Какой еще признак достаточно хорошей мамы? Такая женщина заботится о том, чтобы выстраивать отношения со своим партнером, отцом ребенка, либо своим партнером, ну просто, да, с другим мужчиной. Эта женщина, достаточно хорошая мать, это та, которая не обеспокоена только делами ребенка. Она не считает детей центром своей жизни. Она видит центром своей жизни себя, во вторую очередь партнера и только в третью очередь детей. Это норма. Особенно если мы говорим для
о матерях детей старше 1 года жизни. Да, понятно, что на 1-м году жизни дети могут быть даже важнее самой себя для женщины, потому что очень много ухода, присмотра требуют, но чем старше становится ребенок, тем больше он смещается на 3-й план после партнера. Достаточно хорошая мать – это еще и та, которая счастлива в своей личной жизни, демонстрирует, что у нее все хорошо с ее собственными делами и с партнером. Она является собой пример того, как выстраивать отношения. И если этих отношений, например, сейчас нет партнера, родители развелись, или мама пока одна, то она демонстрирует интерес к этой теме, и она говорит ребенку о том, что когда-то у нее будет партнер, и она хочет иметь семью, да, жить с мужчиной. А плохо, когда мать демонстрирует ребенку: ты моя семья, ты тот, кто мне нужен, ты единственный мой член семьи, да, и так далее. Потому что в этом случае мать накладывает на ребенка огромную ответственность за то, что будет происходить в ее жизни. Ребенок, если уйдет, она останется одна без семьи. Она будет одинока и несчастна. И ребенок испытывает потом чувство вины огромное, которое на него сложила его мать, когда она ему сказала, что ты центр моей жизни, ты мое счастье, ты моя радость, ты моя единственная опора и надежда, ты самый важный для меня. Все, считайте, что здесь вы перестали быть достаточно хорошей. Достаточно хорошая мама – это та, которая справляется со своей жизнью, которая радуется своей жизни. Достаточно хорошая мама – это еще один такой аспект очень важный. Это та, которая уделяет время себе. Та, которая наполняет себя, восстанавливает свои силы, думает о себе. Если вы уставшая, из последних сил идете и угождаете, и удовлетворяете бесконечные потребности членов своей семьи, вы ошибаетесь. Потому что в первую очередь вы должны привести в порядок себя. Вы показываете тогда своим детям в том числе, как им нужно будет относиться к себе, к сохранению своего здоровья, эмоционального состояния, своей благополучности. Это не эгоизм, это нормальная, здоровая забота о себе. Это не становиться жертвой. Достаточно хорошая мама – это не жертва, это автор своей жизни. А если есть ощущение, что я жертва, да, что меня обижают, что у меня нет прав никаких, одни обязанности, тогда вы сами уже вот создали себе вот такие условия, где вы являетесь не автором, а жертвой своих родственников, к сожалению. Итак, давайте сейчас поговорим про те эмоции, которые испытывают мамы. Периодически все мы начинаем становиться даже недостаточно хорошей мамой, да, не то чтобы идеальной. Мы становимся плохой, злой матерью, и мы приходим к вот этому состоянию: я ужасная мать, у меня чувство вины, я обидела своих детей, я не сдержала свои эмоции и так далее. Как вы думаете, напишите, пожалуйста, имеет ли мама право на проявление отрицательных эмоций? Или все-таки дети не должны сталкиваться с мамиными вот, вспышками какими-то эмоциональными? Да? Может ли мама показывать свои отрицательные эмоции детям? Как ей быть, да, в случае, если вот она злая, уставшая? Что делать-то с этими эмоциями? Можно ли их показывать? Напишите, пожалуйста. Как вы это делаете, да? Сдерживаете ли вы свои эмоции? Пытаетесь ли вы как-то вот управлять ими? Либо вы обрушиваете на детей свои эмоции. Очень часто мамы, ну просто вот чувством вины переполнены. Да, мне однажды даже одна мама сказала такое, что когда я слушаю ваши вебинары или лекции, я ощущаю себя ужасной матерью. Я очень плохая мать, да, то есть то, что я говорю, она находит вот все эти недостатки и взращивает.
Хотя у меня, в общем-то, нет такой цели никогда, но вот она так это поворачивает под таким углом, что это все трансформируется в вину. Я ужасная мать, я ругаю своих детей, я их физически наказываю, я их ограничиваю, я им говорю неправильные слова, да, то есть она все это берет и вот все в чувство вины трансформирует потом. Имеет ли мама право на отрицательные эмоции? Пишите, пожалуйста. Итак, что такое вообще эмоции? Эмоции не бывают плохими и хорошими. То, что мы с вами говорим, негативные, позитивные эмоции, это наши субъективные переживания. А на самом деле все эмоции являются одинаково важными и необходимыми, и более того, одинаково естественными. Фокус в том, что эмоция является нашей природной, такой естественной реакцией. И когда она возникает, мы даже не успеваем это зафиксировать иной раз, осознать. Она возникает до того, как мы поймали ее за хвост, подумали о ней, осознали ее. Да? То есть контроль за эмоциями – это вообще вещь такая достаточно сложная. Надо сначала осознать эту эмоцию, потом ее уже как-то контролировать. Эмоции возникают естественным образом. Это некая вспышка в нервной системе, и она будет первой, прежде чем что-либо другое последует. Адекватная эмоция живет всего 20 минут. Я уверена, что вы не сможете плакать больше 20 минут. Все равно ваши эмоции изменятся, да? Все равно будет другое состояние. Вы также не сможете безудержно смеяться больше 20 минут или очень сильно чему-то радоваться, да, то есть все равно поугаснет эта эмоция. И с точки зрения психологии, естественно, да, мы здесь говорим с этой точки зрения, эмоции следует, в общем-то, прожить. И если ты ее прожил, то, в принципе, она нигде не остается, она нигде потом не болит в теле, она вас не мучает, мы с собой ее не таскаем, да. То есть адекватное положение дела – это проживание эмоций. Но мы не всегда можем себе это позволить. И иногда мы эти эмоции сдерживаем, либо потом, проявив, ругаем себя за них. И я вот вас спросила, да, как же маме следует, есть ли у нее право проявлять живые эмоции, отрицательные в том числе. Татьяна пишет: мама живой человек, и эмоции, даже отрицательные, нужны. А кому нужны? Ей или детям? Окружающие также должны проявить и сопереживание, сочувствие, разделить грусть и печаль. Угу, да. Итак, я с вами, Татьяна, абсолютно согласна, потому что мама – это живой человек, действительно. У нее есть естественные реакции. Ей может что-то не нравиться, она может быть уставшая, она может быть раздраженная. Ее могут бесить собственные дети. Это тоже раздражение, это норма, это нормальная реакция, да, нормальная естественная эмоция. И детям очень важно видеть материнские эмоции, потому что когда мама показывает, что она чувствует, они учатся в том числе общению, распознавать чужие чувства, чужие эмоции. Они учатся реагировать правильно на эмоции. Они видят, как у людей бывают, какие реакции на их поведение, и как нужно реагировать самим. Да, то есть если мама у нас всегда идеально себя ведет, то, получается, она призывает детей также себя вести. И дети будут очень напряженны. И есть множество людей взрослых, которые не умеют проявлять свои чувства. Вот я вчера клиентку спрашивала: а что вы чувствуете об этом? Вот мы говорили о том, она взрослая уже, да, женщина, я ее спрашивала: а как вы ощущаете любовь своей мамы? Ее этот вопрос поставил в ступор. Как это? Ощущаю любовь своей мамы. Я знаю, что она любит, мне этого хватает. Я говорю: нет, а как вы чувствуете? Она говорит: так я знаю, что она меня любит. Так знать, это же от головы, это не про чувства, да? То есть мать, которая сама не живет чувствами, сама не проявляет их, не осознает, она и детям дает такой же образец. Не ориентируйся на свои чувства, не будь чувствующим человеком. Ну и такая мать отрубает, безусловно, возможность детям ей помочь, посочувствовать, сопереживать и так далее. Отрицательные эмоции матери
нужны ребенку еще и для того, чтобы ощутить границы, что можно, а что нельзя. Когда мама разозлилась и сказала «нет» жестко, мы видим, что ребенок по-другому начинает себя вести. Он может перестать конючить, настаивать на своем, упрямиться, он может больше согласиться. Когда мама демонстрирует ребенку отрицательные эмоции, она, конечно, может его травмировать, особенно если это достаточно часто и много. Считается, что мама может ошибаться каждый третий раз. То есть 2 раза она делает правильную реакцию, а в третью какую-то ситуацию она ошибается и делает неправильную с точки зрения там, педагогики и психологии реакцию, но если это всего лишь треть, то есть 30% она ошибается, а 70% делает верно, то тогда у ребенка складывается хороший образ матери, хорошие с ней отношения. Если ошибки следуют чаще, чем каждый третий раз, то тогда мать может быть действительно токсичной для ребенка и травматичное действие на него иметь. Понятно ли это, то, что я сейчас объяснила? Я сейчас говорю о том, что мама имеет право на ошибку. Мама имеет право на то, чтобы испытывать негативные эмоции. Что же делать, когда заканчивается добрая мама и начинается злая? Прежде всего, нужно обратить внимание на себя. Нужно привести себя в порядок. Я думаю, что вы замечали, что если вы пришли с работы в прекрасном настроении духа, расположении духа, то тогда как будто бы все расслабились, как будто бы все стали лучше общаться, атмосфера в доме стала другой. Мать, женщина – это та, кто поддерживает очаг, то есть эмоцию, живое пламя. Какое оно, какого характера? Это пожирающее пламя, которое сейчас всех испепелит, или это согревающий огонь, теплый, приятный, радующий глаз, да, притягивающий к себе. Каким огнем вы являетесь для своей семьи? Это в ваших руках. Поэтому что нужно делать? Нужно прежде всего поместить себя в центр своего внимания. Еще раз подчеркну, что для взрослого человека приоритетом являться должен он сам. Его жизнь в его руках, нужно стать автором своей жизни. Если вас что-то не устраивает, если что-то идет не так, вам не нравится работа, значит, ищите варианты выхода. Если вы хотите себя попробовать в чем-то новом, разрешите себе это. Покажите себе, дайте себе возможности, покажите своим детям пример того, как взрослый человек берет свою жизнь в свои руки. И приводя себя в порядок, смотря сериал в то время, как дети просто там чем-то занимаются в своей комнате или там играют, не знаю, приставку, а вы смотрите сериал, и вам спокойно. Разрешите себе это, потому что в этот момент вы заботитесь о себе. Мама – это про постоянное отдавание. Но нельзя отдавать, когда пусто стало. Поэтому нужно наполняться. Да? Вот это очень важный момент для того, чтобы вам быть, дорогие мамы, достаточно хорошими. Снизив планку до достаточно хорошей мамы, вы почувствуете облегчение, и напряжение значительно уменьшится. Вам станет проще и радостнее быть мамой, и отношения с детьми, поверьте, станут также более радостными и более легкими для вас и для них. На сегодня я завершаю. Пишите, пожалуйста, вопросы, если у вас есть. Мы говорили о том, что такое быть великой и ужасной матерью, что такое идеальная мама и что такое достаточно хорошая мама. Мы говорили о том, как мамино состояние определяет состояние детей. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!